За вашими оцінками, скільки людей вийшло на мітинги 17 жовтня, Да. і скільки залишається зараз? Вы знаете, я не буду сейчас как овец пересчитывать людей, потому что это неуважительно к ним. Я сам стоял, вот вы можете посмотреть мои Facebook-стримы, я снимал каждого входящего участника и митингующего в воскресенье, например. И все эти стримы у меня на страничке, там приходили разные люди. Это реальный средний класс. Приходили доктора, приходили няни, приходили инженеры, приходили безработные, приходили люди, которые пострадали от коррупции. Мы призываем всех людей, которые за это время пострадали от беспредела и от коррупции, собираться. Это территория протеста. Это территория авангард протеста и изменений, за которые стоят люди. Это движение должно принять массовый характер для того, чтобы мы реально довели начатое до конца. Почему массовый характер? Потому что они нам говорят, не раскачивайте ситуацию, ждите, пока Петр Алексеевич и Юрий Витальевич Луценко, и Гройсман, и все остальные досидят свою каденцию 2 года, потом будут за наворованные деньги, например, вместе с олигархами за свои телеканалы, за свои сетки, за свои наворованные деньги, купят они эти выборы. Мы все проиграем. И потом будем 5 лет сидеть, ждать и жалеть, почему же мы не объединились, не вышли с требованием создать антикоррупционный суд, принять закон про импичмент президента, перекрыть потоки, снять неприкосновенность депутатов, наконец-то, чтобы меньше туда попадало, и поменять правила, по которым реально идеологические люди смогут попасть в парламент. Да? Оказывается, эти требования ни для кого непонятны, и они невозможные. Их нельзя, оказывается, реализовать и выполнить. Скажіть, будь ласка, фактично так дійсно вийшли люди 17 жовтня на акцію протесту із 3 вимогами: зняти депутатську недоторканність, антикорупційний суд і виборче законодавство, але ми вже зараз бачимо... Не сказал бы, что только это, потому что я думаю, что общий сигнал людей и общее недовольство людей, да, мета – это перезагрузка влады, перезагрузка клептократов, перезагрузка людей, которые попадают туда не из-за того, чтобы стать частью истории, учебника истории, но попасть в журнал Forbes, например, да, в журнал для миллиардеров, миллионеров и так далее. Мы не хотим, что Розенблаты, Киваловы, там, Гончаренки, Поляковы и другие, значит, ужасные хабарщики и реальные враги сегодня нашего общества и страны, потому что они изнутри рушат фактически боеспособность и обороноспособность, в том числе и жизнь украинцев, и воруют у них последнюю надежду, так же, как они украли победу Майдана. Чтобы эти люди не сидели в Верховной Раде, эти люди должны уйти на свалку истории, на политическую свалку истории. За это выходят люди, потому что им надоело. Они стояли 2 Майдана. Сейчас выходят на 3-ю акцию протеста. И они говорят, что у меня не опускаются руки, или опускались, но вот я не хочу, чтобы мои дети жили за границей, потому что большая часть семьи уже выехала. Молодежь говорит, что 70% молодежи хотят уехать из Украины. Вы знаете такую статистику? Это ужас просто. Відверто, кінцева мета – це імпічмент, це похилення влади? Вы знаете, надо спросить людей, потому что